Ратим Мухарлямович привез нам сегодня историю про создание своего проекта Туган Батыр. Я давно мечтал сюда попасть, хотел попасть вот в этот штаб татар. Огромное спасибо Рустему Абы, который организовал такое масштабное место, где он объединяет молодежь, объединяет татар и поддерживает наше культурное наследие, наши традиции, нашу историю, наш быт. Вот, поэтому огромное спасибо Рустему Абы, что есть вообще такое место, куда мы можем прийти и пообщаться. Вот, немножко в двух словах расскажу о себе. Я сам занимаюсь бизнесом, у нас много разных проектов. Вот, один из проектов, который относится к группе нашей компании, это комплекс Туган Авалым. Это родная деревня, находится в центре города. Мы много всего там делаем, много всего создаем. У нас есть там музей, есть никах-центр. То есть, если кто-то хочет выйти замуж, пожениться, мы тоже организовываем встречи молодых, где ребята знакомятся, общаются, вместе готовят. Вот, и потом, значит, создают пары. У нас есть музей Альфии Авзаловой, это наша народная звезда. Вот у нас есть ее музейное пространство, где у нас есть вокальный центр, вокальная школа для детей. Потом в рамках нашего благотворительного фонда мы делаем много разных мероприятий в городе. Это и вокальный конкурс «Балащак», это со всей России к нам приезжают талантливые дети, и мы выбираем из них самых лучших. И многие звезды татарской эстрады нас поддерживают в этом конкурсе. И самым лучшим мы делаем клип со звездой. То есть они снимают клип, и мы его продвигаем. Потом мы организовываем республиканский ифтар в нашем городе. Может быть, тоже кто-то бывал, кто-то слышал. То есть тоже наша миссия, наверное, так же, как и у Рустема Абы, это объединять в республиканском ифтаре. Мы объединяем народ, власть, бизнесменов и духовных лидеров. Мы сажаем их за один стол. То есть во время ифтара вот мы самые больше кормили 15 тысяч человек одновременно. Вот мы в прошлом году провели 10-й республиканский ифтар. Мы делали его на Казадекспо, там у нас было 10 тысяч человек. Вот, а так вот 15 тысяч человек мы на Акбарс-арене, на стадионе вместе с нашим муфтием Камиль Хазрятом, вот там Радик Исминя Ахметов, Акбарс-арена и Туган Авалым. В лице наш мы там обеспечиваем полностью питание и вот проводим это масштабное мероприятие. Поэтому тоже вас приглашаю. Это будет либо в марте, либо в апреле. Мы сейчас дату определяем. Если у кого-то будет желание попасть, то мы тоже пригласительные пришлем на штаб татар. Вот. Также мы проводим фэшн-ифтар. Это ифтар такой красивый. Может быть, да, вот Гульнара бывала. Это вот мы тоже в этом году будем его делать. Но этот ифтар он только для девушек, там с показом мусульманской моды. К нам приезжают модельеры со всех уголков, планировали, что будут зарубежные, но в этом году у нас только были российские модельеры. Вот в этом году у нас тоже со всей России планируется приехать самые лучшие люди, дизайнеры, кто представляет свои коллекции. Вот, и на этом ифтаре у нас идет показ такой мусульманской моды и выступление наших татарских звезд. Тоже очень востребованное мероприятие, у нас билеты там разлетаются за час на это мероприятие, поэтому тоже какое-то количество я вам там выделю на штаб. Вот. Но много мероприятий мы проводим, это вот я сейчас сказал такие самые знаковые, масштабные, где у нас вот участвует и президент нашей республики Рустем Нургалевич, и мэр города, и духовные лидеры всех конфессий, и владыка, и муфти Хазрят, и иудей самый главный, Исхак Гарелик, у нас тоже, он всегда на нашем мероприятии тоже присутствует. Вот, но я сюда пришел не за этим. Я сюда пришел, наверное, рассказать о самом главном проекте, который сейчас вдохновляет меня, вдохновляет всю мою команду. И то есть этим проектом сейчас, наверное, живет большое количество таких талантливых, творческих, интересных людей. Это проект Туган Батыр. Как вообще возникла у нас идея? Я еще возглавляю Федерацию борьбы в республике. Такая борьба есть грэпплинг, если вы слышали. Я сам мастер спорта по вольной борьбе, заканчивал училище Олимпийского резерва. Вот, и попросили меня возглавить Федерацию грэпплинга. А муфти наш, Камиль Хазрят, он увлекается джиу-джитсу. Это схожие виды спорта, где ребята, которые борются в джиу-джитсу, они выступают и в грэпплинге тоже. Вот. И мы как-то в разговорах, то есть мы еще много турниров проводим детских вот, по спорту, по борьбе. Мы поняли, что у наших детей пропал образ национального героя, на кого бы равнялись наши дети. Потому что дети наши, когда растут, они видят Человека-паука, Микки Мауса, Халка, всех там западных героев. А про наши истории, про наши традиции, про нашу культуру и про наших сказочных героев они забывают.
Вот, и поэтому мы решили создать такого героя. И так как у меня комплекс Туган-Авалам в центре города, я думаю, надо называть его Туган-Батыр. Это батыр, который родной для всех, который в нашей задумке будет путешествовать по миру, находить себе друзей на всей планете. Первую книгу нам написал наш известный писатель, драматург Зульфат Хаким. Тоже к этому вопросу мы подходили очень досконально, потому что мне принесли список всех наших лучших писателей в республике. Из всех лучших писателей я выбрал именно его, потому что человек очень необычный, творческий, и он создал много интересных таких постановок театральных и создал там интересные такие песни, которые там любит весь наш народ. Мы сделали первую книгу на 4 языках, это на татарском она изначально написана, сделали ее на русском, на арабском, на английском, вот, и презентовали ее в Казан-саммите. И гостям Казан-саммита мы дарили эту книгу всем послам, консулам, то есть всем VIP-гостям. Что сейчас происходит? То есть мы, помимо того, что мы написали книгу, понятно, что мы начали развивать проект в разных направлениях. То есть у нас появилась сувенирная продукция Туган-Батыра. Мы собрали совет директоров из детей, которые от которых получали обратную связь. То есть, допустим, дети придумали такую историю, что надо вам делать чак-чак от Гуль-чак-чак. Там есть у нас в сказке «Любовь Туган-Батыр» Гуль-чак-чак. Они говорят, так, ребят, надо делать чак-чак от Гуль-чак-чак. Мы эту идею подхватили, сразу сделали чак-чак от Гуль-чак-чак, запатентовали, и у нас туристам сейчас мы продаем вот такой чак-чак. Вот вы его тоже привезли, попробуйте. Значит, с самыми лучшими производителями нашей республики мы сделали коллаборацию. То есть у нас есть бренд Алга, допустим. Все, Алга нам делает мерч. Классный. Может, кто-то из вас знает такую девчонку Юр-Юл, Татьяна. То есть она делает такие модные, стильные, такие прикольные молодежные вещи, которые покупают за рубежом, у нее много людей. То есть она нам разрабатывает какие-то элементы, там чупы, украшения. Потому что те какие-то элементы, которые мы сейчас в сказке прорисовываем, мы их превращаем в сувенирную продукцию и начинаем ее реализовывать. А потом практически всех персонажей мы оцифровали и запустили их в метавселенную, то есть в это пространство. Они у нас сейчас есть в метавселенной, там Шуралей наш, там Суанаса. Логотип, который вот этот пришел, то есть мы долго над ним тоже работали, поднимали исторические документы. Это была идея нашего Муфти Хазрета, потому что Муфти Хазрет у нас как идеолог проекта тоже здесь присутствует. И вот по символизму этот логотип, он обозначает качество Туган-Батыра. То есть каждый конец звезды это его качество. Это доброта, сострадание, терпимость, любовь к Всевышнему, щедрость, справедливость, умение хранить тайны и преданность. То есть и вот эти качества мы через сказку, через легенду доносим до молодого поколения. Вот, потом тут идет слияние двух рек, вот это, то есть вот этот символизм, где родился Туган-Батыр. И восьмиконечная звезда, она означает то, что каждый мусульманин стремится попасть в рай. И это мы тоже то есть, транслируем через сказку, через легенду. Вот. То есть в первой сказке то есть у нас была презентация национальной библиотеки, это вот писатель как раз, Муфти Хазрет, то есть мы немножко рассказывали в этом библиотеке. У вас во всех библиотеках России мы уже книжку положили, в библиотеке Вашингтона тоже уже ее туда запустили, то есть она у нас по миру уже пошла. И сейчас очередную сказку, которую мы уже написали, мы сейчас работаем над иллюстрациями, потому что мы сделали конкурс среди художников, сейчас выбрали, на мой взгляд, очень талантливую девчонку, которая сейчас занимается иллюстрациями второй части. И вторую часть мы переводим еще на несколько языков, то есть мы переводим на турецкий и на казахский, то есть она сейчас у нас будет еще на 5 языках. Вот. Это та сувенирная продукция, которую мы создали, тетрадки Туган-Батыра, тоже мы в школах внедрили, то есть с иллюстрациями Туган-Батыра. Там у нас щербет, там куклы, которые мы продаем туристам. Это турниры, которые мы сейчас проводим, то есть на призы Туган-Батыра у нас прошел турнир большой в Елабуге по лучшему спорту, прошел турнир по борьбе, на призы Туган-Батыра у нас кубки Туган-Батыра, медаль Туган-Батыра. То есть Туган-Батыр, он силен во всем. Помимо того, что он объединяет всех и будет путешествовать по миру, соприкасаться со сказочными героями других стран, других континентов, других регионов, он еще силен во всем. То есть он и врач, он и охотник, он и ремесленник,
Он и по киберспорту, вот мы сейчас турнир большой будем проводить, то есть он силен во всем. Поэтому мы хотели бы, чтобы наши дети узнавали наших старших героев и хотели быть на них похожими. Ну, вообще, к проекту мы привлекали достаточно профессиональное брендинговое агентство, которое есть лучшее в нашем городе. То есть 2 брендинговых агентства нам создавали логотипы, создавали паттерны, ну и прописываем стратегию всего проекта, как он будет развиваться. Вот. И на данном этапе мы запустили такую масштабную акцию, в которой подключили Конгресс татар, штаб татар, там, автономию татар, а потом блогеров, самых лучших звезд татарской эстрады, Татмедиа нам подключились, все министерства подключились. И мы начали собирать фотографии детей со всего мира. То есть на данный момент, потому что охват уже у нас больше 2 миллионов человек. И потом с помощью искусственного интеллекта, с помощью нейросети мы загружаем все фотографии и получаем единый образ. И мы говорим, что в нашем образе в Тулан-Батыре, как он получится, частичка наших предков, дух наших предков, и то есть частичка каждого ребенка, который участвует в этом проекте. Вот мы 5 февраля планируем эту акцию завершить и вот создать этот образ уже, как он будет выглядеть. То есть он не просто, он будет вот иметь такое значение. У нас уже прошли переговоры по парку развлечений. Кстати, если кто-то в Казани был, у нас сейчас строится соборная мечеть, а вот где она будет строиться, был парк Карылай, и сейчас его переносят в новое место. Вот. И у нас с теми людьми, кто сейчас занимается этим парком, кто туда инвестирует, у нас были переговоры, и мы сейчас говорим о том, чтобы там была отдельная зона Тулан-Батыра, которая будет наполнена там и образовательной программой, и развлекательной программой в том числе. Вот. Также у нас вот с министром молодежи был разговор о том, что сделать пионер-лагерь Тулан-Батыра, и у нас был разговор с Минобразованием, чтобы делать детский садик Тулан-Батыра. То есть мы этими процессами занимаемся, мы в этих процессах находимся, и надеюсь, что в том числе и с вашей помощью мы будем развивать этот проект, и он будет самым масштабным на планете, и что все дети всего мира будут читать книжки про Тулан-Батыра, смотреть мультфильмы Тулан-Батыра, там, играть в игры Тулан-Батыра, и он будет таким национальным героем, который будет нести наши традиции, наши ценности, нашу культуру, нести добро. То есть очень много сейчас негатива в нашем мире, да, очень много сейчас такой информации, и мы хотим вот именно в данный период привнести доброту, теплоту, такую любовь. Вообще проект о любви к родине, о любви к семье, о любви к любимой девушке. Вот, проект именно об этом, и поэтому я очень хочу, чтобы он был самым популярным, самым значимым, нужным, полезным, интересным, модным, и чтобы его полюбили дети и молодое поколение. И через него мы будем транслировать наши правильные ценности, правильное воспитание нашим детям. Вот такая задача, друзья. Есть какие-то идеи, есть какие-то предложения по проекту. Если среди вас есть талантливые художники, писатели, там, сценаристы, продюсеры, если кто-то что-то может интересное предложить и что-то посоветовать, мы открыты всегда к любому диалогу. Я всегда на связи, то есть в любое время можете мне написать, позвонить, и я всегда отвечу. Мы проводим фестивали. И есть настолько талантливые дети, кто и поет, и танцует, и рисует, и стихи пишет. Да? Вот вы спросили, а можно ли как-то, может быть, наших, допустим, детей тоже приобщить, внедрить? Как-то или это вообще не будет? Нет, зачем? Вообще, и то, что возможно. Мы же сами проводим фестиваль. Вот сейчас год культурного наследия, у нас дети поют одну из песен, они 2 песни поют на родном языке, одну из песен. А помимо этого, там есть номинация «Особенные дети». Мы вообще для особенных детей каждый год делаем большие мероприятия. То есть одно такое массовое мероприятие мы делаем 28 августа. Это каждый год мы делаем. Прямо мы собираем очень много особенных детей и проводим этот праздник. Это вот как раз день рождения Тулана Валом. Вот мы именно для особенных детей его проводим. И в Балачак, в нашем локальном конкурсе, там есть отдельная номинация для особенных детей. Я даже в прошлом году приглашал Эвелину Бленденс. Эвелина Бленденс, у нее есть особенный ребенок, ее ребенок. Она приезжала, как раз она по этой номинации работала с детьми. То есть мы для педагогов этих детей делали семинары. Прямо у нас в Тулановом это все проходило. Потом мастер-классы делали им.
там, с родителями работу этих детей. Мы понимаем, что родители очень большую работу. Понятно, что они тоже устают, и с ними у нас тоже были диалоги. Поэтому вообще предлагайте, мы открыты к сотрудничеству. Вот у меня тоже Айсулу, моя помощница, она с вами контактами обменяется. Отлично. Вот, да, скажете, где мы чем можем быть вам полезными. Там, у нас есть площадки, у нас помимо Туган-Авал, у меня еще и другие рестораны есть в городе. Там у нас Палладиум есть на Акбарс-арене, тоже наш ресторан. Там еще другие площадки, мы можем вам их предоставить. И, там, как минимум точно всех накормим. Спасибо. Вот у нас штаб создан при клубе ДЛ-16. ДЛ-16 организовал Анатолий Иванович Козлов и Фикрят Ахмедянович и Кузьмин, первый секретарь обкома комсомола бывший. Вот. И получается как-то Козлов Анатолий Иванович, Фикрят Ахмедянович, они как мои наставники. И у Анатолия Ивановича был наставник Зуфар Фадипович, а ваш тоже он отчасти друг, наставник, да, старший брат. Да, конечно. Поэтому все вот так связано. Камиль Хазрят из Казани нам подарил, значит, на 25-летие грамоту. Нам неоднократно сюда приезжал Юсуп Хазрят, даже значит, несколько лет. Поэтому у нас такая дружба с Казанью, значит, вот такая. То, что вы ифтар проводите на 15 тысяч, это вообще, вы представляете, нужно 15 тысяч ложек, 15 тысяч тарелок, да? Это же вообще это такой коллективный, это очень важно, конечно, да. Что касается, значит, Туган-Батыр, да, вот. Мне кажется, вот у нас все ребята новогодние каникулы посмотрели Чебурашку. Да. А почему не Туган-Батыра? Да, согласен. Да. Согласен. Вопрос времени. Да. Скоро будет во всех кинотеатрах. В кинотеатрах надо Туган-Батыра. У нас есть несколько человек, значит, в театре, значит, они работают, поэтому вот можно артистов, нас какую-то серию, значит, будущей Чебурашки Туган-Батыра, я думаю, мы вместе с вами сделаем массовку и снимем, конечно же, в штабе. Так ведь? Да, конечно, да. Давайте мы Нижегород, Ульяновск, Пенза распространять, популяризировать эту книгу уникальную. Действительно, мы тоже обращаем огромное внимание к духовности молодежи. Мы в детские дома много ездим. Вот я в прошлом году 40 школ посетил, например, да, в том числе Казанские гимназии тоже. Поэтому вот дети, школа, воспитание. Вот здесь многие первокурсники, достаточно такой возраст, значит, вот. Поэтому очень интересная книга, перспективная вот эта вот идея сама, я считаю, супер просто, да. Вот, поэтому, значит, Шурале. Как обратился деревенский житель к Шурале, когда они встретились? Кто ответит? НМ, точно. Молодец. Точно, молодец. Молодец. Да. Что еще новости в двух словах я вам скажу. 2 дня назад у нас была встреча с председателем Милли Шураш Хразеевым. Да? Мы все наши проблемы ему озвучили. Нынче Табееву 90 лет. Вот за это просто идею захватил значит, Василий Гаязович. Тоже, значит, ему это понравилось. Надо вместе с ним сейчас мероприятие. Также мы ему сказали свое мнение по Москве насчет переписи. От этого уж никуда не уйдешь. Мы уже 3 раза забирали здесь по переписи, даже вот один день здесь молодые ребята тоже приходили с Аксакалом, мы общались, для нас это вопрос такой. Вот борьба с переписью, это вот эти книги. Борьба с переписью, это вот ваша деятельность, в общем-то, так ведь? Вот было бы побольше Туган-Аулов у нас, и вот у нас был такой случай, значит, мне было 3 года. Приехала Альфия Абзалова. Альфия Абзалова приехала, а баянист не доехал к нам. И у нас в деревне оказался гармонь обычная, значит, и вот ей подыграли, и она впервые исполнила песню «Ок ща-ща-кляр», Корьева, да. И 3-летний парень ее дергал за платье, ей мешал, это был... Да. И тогда что нам оставалось делать? Мы нашли этот баян, и мы его подарили вашему музею. И там лежит музей, лежит музей, вот этот вот баян, это от нашего штаба, потому что это он презентовался, это первый раз песня, и она как-то, вот это был толчок ее популярности, вот эта песня, поэтому... Надо написать там, что это от штаба, кстати, точно. По-моему, там это написано 3 раза. Конечно, да. Вот, мы тоже занимаемся пиаром, фотографируемся, мы в соцсетях. Такие достаточно представлены, уж у нас 4 YouTube-канала.
Вот. У нас только в прошлом году мы 500 роликов сняли. У нас в прошлом году, я уже повторяюсь, 1,5 миллиона нас посмотрело, вот 4 YouTube канала, и мы в честь переписи сделали, значит, канал отдельно, старались. Но вот, к сожалению, вот 60 тысяч татар в Москве мы потеряли. Вот. Мы за это несем ответственность, мы это поправим и занимаемся этим вопросом. Я даже не ожидал. На самом деле, то, что я здесь увидел, это превзошло мои ожидания. Потому что собрались такие молодые креативные ребята, которые поют, танцуют, которые веселятся, которые сохраняют наш язык. То есть тут все происходило тоже в том числе на татарском языке. Ну, было интересно и вкусно, и полезно. И, ну, то есть, мне очень понравилось. То есть, я давно хотел сюда попасть. Спасибо, что пригласили. Спасибо Рустему Абы, что пригласил, Гульнара, что пригласили. Вот, ну, мне было очень интересно. Теперь философский вопрос немножко, да? Как вы думаете, что не хватает сегодня татарскому народу? Что нам нужно улучшить, развить? Какие проблемы видите с своей стороны? Ну, конечно, я уж о своем буду говорить. Я хотел бы, чтобы наши дети, они воспитывались и росли в нашей культуре, в наших традициях, и получали наши ценности, получали такое правильное воспитание, и помнили о родном крае, о своей родине, о своих предках, и росли с уважением к старшим, вот в первую очередь. Поэтому нашему татарскому народу, я считаю, что это, ну, необходимо, чтобы молодежь знала о наших традициях. Вот, и я очень надеюсь, что наш проект «Туган-Батыр», он будет способствовать этому, он будет делать все для того, чтобы наши дети росли, ну, с правильным воспитанием, и, ну, мужчины, чтобы были настоящими мужчинами, а девушки, чтобы были хорошими, добрыми хозяйками и хранителями очага, как у нас у татар это принято. Что бы вы пожелали участникам штаба татар? Чтобы штаб татар развивался,
чтобы в него приходило как можно больше молодежи, как можно больше талантливых людей, чтобы штаб татар способствовал тому, чтобы объединять татар, не только татар, но вообще талантливых людей на всей планете, вот, и чтобы татары с помощью штаба татар развивали наши традиции, развивали наши сказки, нашу культуру, наше творчество. Вот. И мы со своей стороны будем всячески этому способствовать, ну, потому что наша основная миссия – это объединять и ну, чтобы было развитие наших традиций. Вот. А так, конечно, я хочу пожелать, чтобы был мир на нашей земле и ну, чтобы все наши дети росли счастливыми, здоровыми и успешными.